Здравствуйте! В эфире новости Татарстана в субботу в студии Даяна Саитова. И вот что для вас подготовили наши корреспонденты. Помощь на колесах. То, что врачи выезжают в район, это удобно. Какой район сегодня принял бригаду специалистов из Казани и как они помогают особенным детям? Филюза Хамидуллина. Культурный апгрейд улицы Баумана. Творческое самовыражение, чтобы не приводило к оскорблению чувств. Кем предлагают столичные эксперты заменить зебр и лосей, выяснял Радик Фархулин. Вместе веселее. Друг с другом переженились, дети дружат. Почему жители села Старый Убей говорят сразу на 3 языках? Ответы искал Рамиль Шайдуллин. Президент Рустам Минниханов направил слова соболезнования губернатору Ульяновской области в связи с аварией рейсового автобуса под Самарой. В результате трагедии погибли 12 жителей Ульяновской области. От имени татарстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования. Мы искренне сочувствуем и просим передать слова нашей поддержки жителям Ульяновской области, которые в результате автокатастрофы потеряли своих родных и близких, говорится в телеграмме президента. Напомним, ДТП произошло минувшим вечером. Маршрутка столкнулась с грузовиком на трассе М5. По одной из версий, водитель большегруза не справился с управлением из-за гололеда. 31 января в Ульяновске объявлен днем траура. Власти островного Тихоокеанского государства Вануату задержали 3 татарстанцев. Они совершают кругосветное путешествие на яхте в честь столетия ТССР. Причиной ареста стало нарушение территориальных вод Вануату. Из-за коронавируса эта страна закрыла границы, передает РИА Новости. По сообщению российской дипмиссии в Австралии, ребята никого не уведомили о своем намерении зайти в территориальные воды Вануату. Путешественников отправили на карантин. Сейчас им оказывается консульская помощь, сообщает агентство. Решается вопрос с властями, как сделать так, чтобы путешественников отпустили и дали им свободно продолжить свой маршрут, сказали в посольстве России. Напомним, яхтсмены из Татарстана вышли в кругосветное плавание 28 июля. Капитан команды Алмаз Алиев. К другим новостям. 70% техники аграриев для посевной изношены. Об этом сегодня стало известно на субботнем совещании в Доме правительства. Его провел Алексей Песошин. О подготовке к предстоящей кампании рассказал глава Минсельхоза Марат Дзябаров. К посевной привлекут 11 тысяч тракторов. 3 тысячи из них еще не отремонтированы. На подготовку техники к посеву потратят 2 миллиарда рублей. Отдельно министр сегодня остановился на охране труда. Оказалось, что самые травмоопасные профессии в сфере АПК – животновод, механизатор и слесарь-ремонтник. Уважаемые начальники управления, прошу взять на контроль организацию качественного ремонта сельхозтехники, а руководителей хозяйств и инвесторов обеспечить комфортные и безопасные условия труда и разработать меры материального стимулирования. В Татарстане еще 5 человек скончались от коронавируса. Это женщина 63 лет и мужчина 68, 73, 77 и 83 лет. Таким образом, по данным штаба, от ковида скончались 265 татарстанцев. За минувшие сутки в республике зафиксировано 84 новых случаев ковид. В России заболевших за сутки на 19 тысяч 32 человека стало больше. Сегодня в Новошишминский район из Казани приехала целая бригада врачей – невропатолог, дефектолог, эпилептолог. 6 узких специалистов, чтобы осмотреть, поставить диагноз и назначить курс лечения тяжело больным детям. Раньше многодетным родителям, чтобы попасть к таким медикам, приходилось ехать в большие города. Сократить путь помог благотворительный фонд «Сила в детях». Кто это у нас тут пришел такой хорошенький? Привет! У Екатерины Никифоровой 8 детей. Младшая дочь родилась с патологией – кривошея. Сегодня пришли проверить головной мозг. Электроэнцефалограммы в местной больнице нет. Специальный аппарат привезли из Казани. Удобно, если бы они сюда чаще приезжали, мы вообще в Казани стали есть. Тем более это пандемия, лишний раз ребенка таскать по городу. Смотрим, 48 сантиметров. Еще один специалист, которого нет в районе – эпилептолог. Неудивительно, что к нему сегодня большая очередь. То, что врачи выезжают в район, это удобно. То, что не надо уж лишний раз может работу отрывать. Бригады врачей приехали в Новошишминск в рамках проекта «Мобильная помощь». Реализуется он благотворительным фондом «Сила в детях» уже 3 года. Невропатолог, дефектолог, психолог, логопед – этих узких специалистов здесь ждали как никого другого. Из Казани сразу приехали 6 врачей. Они не только осматривают особенных детей, но и назначают курс лечения. Для каждого малыша индивидуальный реабилитационный маршрут. С 2018 года мы начали выезжать. В 2018-2019 году объехали
объехали 15 районов республики. Осмотрено было более 1000 детишек. Оказать комплексную помощь малообеспеченным, многодетным семьям с приемными детьми. В этом и суть проекта. В прошлом году Рустам Минниханов подарил фонду микроавтобус. Теперь у специалистов есть возможность выезжать в самые далекие точки республики. Большой плюс для нас то, что вот приезжают к нам тоже такие специалисты, потому что есть какие-то вопросы, посоветоваться. Не только медицинская помощь, но и развитие творческих способностей у детей. Привезли сегодня и специальную игру для профориентации. У детей с ОВЗ и с инвалидностью большие проблемы с выбором профессии. Подбираем в зависимости от заболевания, в зависимости от желания, помогаем определиться. Такая мобильная помощь дойдет и до других районов республики. В этом году планируют организовать более 500 консультаций для семей с особенными детьми. Филюза Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, ТНВ, Новошишминский район. Уникальный комплекс, который будет помогать пациентам быстрее вернуться к обычной жизни, появится в Казани. Арт-терапия, ионизированный воздух, теренкур – все это на месте обычного парка и рядом с больницей. Чайковые озера, о которых сегодня мало кто знает даже в Казани, станут местом реабилитации пациентов. Проект, по словам разработчиков, не имеет аналогов в стране. Здесь представлены видовые кадры. Это озеро Намирхана пока скрыто от глаз большинства казанцев. С одной стороны 7-я горбольница, с другой – высотные дома. Но совсем скоро место станет точкой притяжения. Оно превратится в уникальный комплекс реабилитации пациентов. В новом парке будет практиковаться псамотерапия. Это лечение песком. Социотерапия включит в себя развлекательные мероприятия. В зоне ароматерапии будет проходить реабилитация травами. А в зоне арт-терапии – уроки рисования. Есть аэроионотерапия. Здесь высажена основные кустарники хвойные и деревья хвойные. Создается естественная аэрация воздуха. Эта парковая зона относится к 7-й горбольнице. Таких новых подходов к реабилитации пациентов, когда функции больницы, можно сказать, выходят на улицу, еще не было. Мы считаем этот проект модернизации Чайковых озер для нас прорывным не только в ранге города Казани, но можно говорить и вообще в разрезе страны. Очень много мы говорим о пациентоориентированности в последнее время, и именно вот здесь эта самая пациентоориентированность и реализуется. Отдельная зона будет для реабилитации пациентов с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Для этого организуют площадку для теренкура. Это метод санаторно-курортного лечения, при котором пациенты получают физические нагрузки в виде пешеходных прогулок, восхождений в гору. В парке смогут отдохнуть и врачи. Сейчас стадия эскизного проектирования, да, то есть мы уже плавно переходим к рабочему проектированию совместно с нашей большой командой. Тут как бы у нас и экологи есть, и вот врачи. Частью реконструкции озера станет искусственная аэрация водоема. Сегодня у него есть проблемы с заиливанием. Чтобы решить эту проблему, на озере планируют установить фонтан. В этой части города достаточно плотная застройка и практически нет парковых зон. Поэтому архитекторы уверены, парк станет излюбленным местом отдыха не только пациентов, но и жителей близлежащих домов. Для них Чайковые озера будут доступны. Реконструкция территории пройдет в 2 этапа. На первом работы затронут Малое Чайковое озеро. Вторая очередь – территория Большого Чайкового. Здесь ближайшая территория, где можно просто погулять, вот с собакой выйти или с детьми, скорее всего, выйти. Здесь ничего нету. Было бы супер, если бы отката, как отдельная тропа может быть дальше, чтобы никому не мешать. Прогулочных зон очень мало. Это было бы очень замечательно, если бы здесь появился такой парк. Детские площадочки, чтобы дети, пенсионеров не забывали. Тенты летом, чтобы посидеть под солнышком, чтобы голову она не напекала. К первому этапу готовы приступить, когда потеплеет, и завершить этим летом. Вероника Гайнудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. У татарстанцев есть возможность самим выбирать, какие территории в их районе следует благоустроить в первую очередь. Сейчас на сайте госуслуг идет конкурс среди 11 муниципалитетов. Жители могут проголосовать за предложенную территорию или предложить свой вариант. Над благоустройством парков, которые наберут наибольшее количество голосов, будут работать архитекторы. Если их проект победит на всероссийском конкурсе, он будет реализован в 2022 году. Результаты голосования объявят 16 февраля. В Набережных Челнах полным ходом идет строительство полилингвального комплекса «Адемнар». Проект подобных образовательных учреждений реализуется в Татарстане с 2019 года при содействии Фонда Возрождения. В республике построят 6 школ, где обучение будет проходить на 3 языках – русском, татарском и английском. В 2020 году открылись комплексы в Казани и Елабуге. Челнинский объект готов на 23%. Строители обещают, к 1 сентября 2021 года новая школа примет первых учеников. Строительство идет очень
активно. На сегодняшний день уже ряд корпусов подняли, то есть, грубо говоря, идут общестроительные работы. Рука-робот достанет все, что угодно и научит ребят современным технологиям. В Казанский инженерный лицей привезли уникального робота «Фанук». Ученики между собой его называют «Фоня». Он может поднять предметы весом до 1,5 тонны и переместить их в нужное место. Сейчас ребята будут готовиться к соревнованиям по профмастерству, в том числе к региональному чемпионату WorldSkills. О том, как куют инженерное будущее республики, расскажет Алия Саттарова. «Фанук» – компактный робот с интеллектом размером с человеческую руку. Используется в производстве по всему миру. На заводах очень полезен в процессах сборки, укладки, сортировки и сварки. В Татарстане пользуется спросом, где больше всего задействованы технологии программирования. Именно робот «Фанук» используется на производстве для перемещения предметов до 1,5 тонн. Работу ученики начнут на нем только с сентября. Пока он распакован и ждет своего часа, прежде чем начать с ним работать, педагогам нужно разработать методическое пособие. На это уйдет время. Пока же ребята разрабатывают свои проекты на другом оборудовании, не менее современном. У учеников уже есть первые большие победы. Дамир Газизулин и Ринель Замалеев заняли первое место на региональном этапе чемпионата рабочих профессий. Достаточно напряженная все же обстановка на самих мероприятиях. Это нужно очень интенсивно трудиться. С утра до вечера нужно иметь все же выдержку и, получается, мотивацию. Получить опыт и усовершенствовать себя. Сначала было сложно. То есть мы сидели, работали, вставали, отдыхали, опять пили воду, сидели, работали. Потом проверка. Успех, оно двигается, оно работает. На WorldSkills главное правильно программировать робота. У ребят получилось сделать это быстрее всех. Донести сложный для детского понимания язык IT-технологий помогают ученые и руководители. Заинтересовать и привить любовь к исследованиям – главное в воспитании инженеров нового поколения. Очень активно мы здесь проектной деятельностью занимаемся. И когда мы формируем проекты, мы просим детей изначально сформулировать какие-то свои идеи, свои предложения, чтобы вот тот проект, который он реализует, был ему интересным, откликался в нем. И в дальнейшем он активно в нем участвовал. Ребята каждый день создают программы, чтобы легко было управлять роботами. В этом году они научатся и «Фанукам». Алия Саттарова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Власти Казани хотят упорядочить работу уличных артистов. Это художники, музыканты и уже нашумевшие своей навязчивостью ростовые куклы. В первую очередь изменения коснутся улицы Баумана. Ключевая идея, чтобы артисты могли самовыражаться, удивлять прохожих и при этом никому не мешать. Кто может прийти на смену зебрам и коням, расскажем прямо сейчас. Подходит, делает фотографию, хотя человек об этом вообще не просил, и затем вымогает деньги. Такие нарекания порой вызывают костюмированные аниматоры. Ростовые куклы зебр, лосей, коней давно обосновались на центральных улицах Казани. Уже появились идеи, как их удержать в узде и переодеть. Очень много героев из сказок, да, у нас есть Камар-Батыр, Шуреле, возможно, да, Суанаса, все ее знают. Если их сделать милыми, дать им какой-то новый характер, то, мне кажется, дети будут с восторгом хотеть сфотографироваться. У нас есть символы «Казанский кот». Почему бы не казанский кот, он тоже может быть в такой же юмористической раскраске какой-то присутствовать. Ну, то есть это как раз предмет диалога. Такими предложениями, как поменять и упорядочить работу всех уличных артистов, делились на круглом столе, организованном управлением культуры города. Так жителей и владельцев заведения на улице Баумана в первую очередь беспокоят музыканты. Это, во-первых, однообразие, во-вторых, нет голосов, в-третьих, это не всегда нормативная лексика, не всегда эти люди трезвые. И поэтому какой-то отбор, вот если получилось, как это в Москве. Также выделить для музыкантов определенные места, где рядом нет жилых домов и гостиниц, например, у Часов и памятника Шаляпину. Нам приходится иногда круглые сутки в течение 24 часов слушать целый концерт. Там музыканты разные. Есть такие, которые угрожают, например, на замечание. Типа худсовета определить нам, да, что-то должно быть, которое рекомендовал бы ребятам, которые выступают, все-таки быть опрятными и, ну и в части текстов, репертуаров должна быть какая-то определенность. Ну, наверное, мат стоит запретить, но все-таки репертуар определяет автор, потому что живое исполнение на публике – это всегда такой обмен энергией. Туристы и прохожие на улице Баумана считают, музыкантов слишком ограничивать не стоит. Ну, мне кажется, они никому не мешают, пускай поют. Главное, чтобы хорошо пели, в ноты попадали. Так всегда, во всех центрах, во всех городах.
Поэтому, мне кажется, наоборот, это атмосфера какая-то городов. А вот куклы в образах национальных героев были бы интереснее. С этим соглашаются многие. Зебра, она банальная, она, возможно, еще где-то есть. А тут только такое в Казани может быть. Мы туристы, и поэтому нам было бы интересно на это посмотреть. Всех казанцев городские власти также приглашают присоединиться к обсуждению новых норм. Свои варианты, как уличное творчество превратить в достойное для столицы искусства, можно отправить на электронную почту в Управление культуры. Радик Фархулин, Дмитрий Аренин, Рамзель Гарипов, Алмаз Зиаддинов, ТНВ «Казань». Айда Татарстан. Мы продолжаем нашу рубрику, посвященную Году родных языков и народного единства. И сегодня отправляемся в село Старый Убей Дрожжановского района. Там селяне-полиглоты говорят сразу на 3 языках – чувашском, русском и татарском. А все потому, что знают их с детства. Рамиль Айдуллин попробовал их знаменитый ширтан и вспомнил. Такой же готовят шотландцы, и называется он хаггис. Русский, татарский, чувашский. Все правильно? На 3 языках в вашей деревне разговаривают? Да, на 3 языках, правильно. Сильно. Да, простите, что до сих пор не представил. В 3 часах езды от Казани есть одна очень маленькая, но дружная деревня. Она называется Старый Убей. И мы в гостях у ее коренной жительницы Венеры Куракиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Несмотря на грозное название, Старый Убей – деревня мирная и дружелюбная. А еще очень древняя, уверен старожил Василий Спиридонов. Он перечитал много исторических справок, чтобы доказать, их предки пришли сюда еще в 16 веке. Они занимались земледелиями, скотоводством. В то время не было никакой техники и работали все вручную. Вот где-то здесь, через непроходимый лес, они вышли на один из берегов Малой Цельны. Вышли, да так и остались здесь жить. Потом появились их дети, внуки, правнуки. Постепенно деревня разрослась и стала большим поселением. Сейчас это 5 деревень, и каждая носит приставку «Убей». Старый Убей, Новый Убей, просто Убей, Малый и Татарский Убей. Почему? Краеведы считают так. Чуваш особенно, у других народов есть, называли кто Юман фамилия есть же, правильно? Чагес есть такие. Вот. Это Убей, это наподобие как медведь, перевода на русский. По одной из легенд, все жители Убеев – потомки богатыря Убей-Батора. В его честь в селе даже стоит памятник. Село Убей непосредственно пошли название от детого человека, например. А то легенде говорят о медведя. То есть, получается, вы не знаю сколько раз, правнучка Убей-Батыра самого. Да, правильно. Как мы видим, вы очень чтите традиции своих предков, а главное старинные рецепты. И на кухне мы здесь тоже неспроста, потому что мы сегодня будем готовить одно из древнейших блюд вашей деревни. Это ширтан. Простая и очень вкусная домашняя колбаса. Ширтан готовится из бараньего желудка, мяса, сердца, легких и специй. То есть это фаршируется? Фаршируется желудок, бараний желудок. Это, знаете, это напоминает, вот есть такое традиционное национальное шотландское блюдо, называется хаггис. Родственник у нас в Татарстане этого блюда, это, наверное, тутарма, да? Да, я это знаю. У вас, кстати, готовят ее? Соседи готовят. Здесь в дружбе живут чуваши, русские и татары. Причем так давно, что все уже выучили языки друг друга. Могут сначала спеть на одном, потом на другом. Бывает, да. Переходим на другой язык. Бывает татарский, по-чувашски говорим. Да, то русский. Мы и татары, и русские друг с другом переженились. Дети дружат. Но каких бы традиций, каких бы национальностей здесь не жили люди, все события и праздники, они проживают вместе. На одно из таких массовых мероприятий попали и мы. Традиционные лыжные гонки. Каждый год их устраивают в честь земляка, легенды советской авиации, министра СССР Петра Дементьева. Народ очень дружный. Вот у нас здесь 5 деревень, со всех деревень приезжают, тренируются. Также, как видите, участвуют, бегут, болеют. На ярмарках разных, масленицах, сабантуях всегда у нас народ очень дружный. То есть и этот рецепт, вот именно этот рецепт не менялся столетиями? Да, не менялся. Ну, с кухней все понятно, а есть ли что-то, что какие-то традиции, которые тоже сохраняются на протяжении вот этого времени? Да, их много.
Например, так в древности выбивали тканые коврики. Традиция жива и сегодня, потому что ткут в деревне до сих пор. Этот старинный ткацкий станок Наталье Курайкиной достался от бабушки. Сначала он лежал без дела, но как только Наталья начала учиться древнему ремеслу, вдохнула в него вторую жизнь. Сейчас из-под него выходят тканые полотенца, половики и рубашки. Кто забывает историю, у того не будет будущего. Всегда надо помнить традиции, и не только помнить, но еще и возрождать. Шортан уже готов. Ну, уже? Да. На запах. О, вы еще не пробовали. Ой, и семесизинапа. Якше, айдекер. Когда здесь готовят коронное блюдо, собираются все соседи. Русские, татары, чуваши, в Убеях одна большая семья. Значит, такая пословица есть: близкий сосед лучше дальней родни. Вот у вас, видимо, как раз таки тот самый случай. Как вы считаете, в чем секрет вашей дружбы? Да, вместе живем, радуемся, вместе работаем. А еще здесь с улыбкой смотрят на тех, кто не понимает настоящего названия их деревни, и в Убее всегда встречают и очень вкусно угощают за круглым, а главное, всегда полным друзей столом. Рамиль Шайдуль, Надель Мендубаев, ТНВ, Дрожановский район. В Казани прошел кастинг для фильма «Мы дети 41-го года». Сценарий основан на одноименной автобиографической повести Мухаммеда Магдиева. Лента расскажет о жизни учащихся в педагогическом училище в страшные 40-е. О том, как проходил отбор актеров, далее. Она готова сразить жюри своим вокалом и татарской внешностью. Саида Мухамедзянова в представлении не нуждается. Ее знают еще по телешоу «Голос». Решила стать актрисой кино. Сегодня читала Габдуллу Тукая. Хотела попробовать себя в роли актрисы. Но так как я сама понимаю, что мне еще нужно над этим работать, меня приняли именно в качестве певицы. Татарский мэн – знание языка и культуры своего народа. Для Саиды это ее плюс. Таких здесь и ищут. О кастинге некоторые пришедшие сюда узнали в школе на уроке татарского. Старшеклассница Эльза Каримова уже 5 лет играет в школьных спектаклях. У нас был урок татарского языка, и тема у нас была «Татар киносы». И тут наша учительница сказала то, что вот объявляют кастинг. Я такая: о, классно, думаю, может попробовать. Это первая экранизация повести Мухаммеда Магдиева «Мы дети 41-го года». Поэтому для всех, начиная от режиссера и заканчивая актерами, это особая ответственность. Ведь произведение – классика татарской литературы. И вот это переплетение юмора, трагизма, бытовой какой-то вот такой, знаете, реальности. Вот это все создает уникальность просто. И поэтому сложность экранизации в том, что надо воспроизвести эту эпоху и сделать это классно, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что это происходит во время войны, но в то же время в тылу. У нас основные герои именно молодежь. От 16-17 даже, можно сказать, до 20, вот так, 21. Идея снять фильм по повести Мухаммеда Магдиева зрела уже 10 лет, но проект стартовал только сейчас. Экранизацию предложили в Минкульте в честь 90-летия писателя. И так совпало. Работа началась в год родных языков и 80-летие со дня начала Отечественной войны. Вероника Гайнудинова, Елдас Халиуллина, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Фильм «Татарстан. Путь к согласию» в эти выходные покажут на телеканале «Россия-24». Это премьера известного российского журналиста Алексея Михалева. Его герои – жители Татарстана. Те, кто своим ежедневным креативным трудом с любовью и фантазией делают республику одним из самых успешных регионов России. Это второй фильм Алексея Михалева о нашей республике. Впервые посетив Татарстан летом, он вернулся зимой. И зимний Татарстан оказался не менее прекрасным. Эфир сегодня в 2:31 и завтра в 21:31. Не пропустите. Скользкий лед, практически нулевое сцепление и опасные повороты. Сегодня в Высокогорском районе на трассу вышли 50 самых титулованных автогонщиков из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы и Смоленска. Они сражались за место в финале чемпионата республики «Битва на льду». Драйв ледовых гонок увидела Наталья Мезина.
Поехали, поехали, поехали! Такое напряжение и накал эмоций способны растопить даже лед. А сегодня только так, ведь вместо привычных треков – ледяная трасса. На такие гонки в Татарстан приехали 50 именитых спортсменов со всей России. Нету салона и везде каркас безопасности для безопасности пилота. О безопасности сегодня приходится подумать дважды, а потому без технической проверки кузова и замены колес никуда, говорит Айдар Нуриев. Главный соперник автогонщика международного уровня сейчас – погода. Это метель, пурга поднимается и видимость становится там местами до нулевых. А потому Андрей Севастьянов из Москвы выбирает размеренную тактику. На этой трассе хитрость в том, что сложно проехать медленный поворот. Нужно с холодной головой спокойно подъехать. 3 круга длиной в 1,5 километра. Это увеличенную дистанцию участники проходят буквально за 2 минуты, а скорость достигает 150 километров в час. На обновленной трассе Усады список конкурентов впечатляет самих участников. На этом этапе самый сильный такой состав собрался. То есть, во-первых, таблица полная, даже есть запасной участник. На ледовой трассе только так. Цена любой неточности – кубок победителя. За него разыгралась нешуточная борьба между главными лидерами гонки – Раисом Минихановым и Альбертом Гайнуллиным. Практически бампер в бампер сейчас упирается. Вот так, бампер в бампер, гонщики проходят почти всю дистанцию. Но одна ошибка, и башкирский гонщик влетает в сугроб. Конечно, старался. Цель была победить, и был всего лишь единственный шанс, где я мог обогнать. И я им воспользовался, но не реализовал его, будем так говорить, на 100%. Раис Миниханов уверен, помогли родные стены. Эмоции после финиша, когда побеждаешь, она всегда на высоте. Ну и, наверное, дом помог. Ну, борьба, она есть борьба. Пьедестал сегодня разделили Татарстан и Башкортостан. Впереди гонщиков ждет финал ледовых гонок за Кубок России. Наталья Мезина, Игорь Романов, ТНВ, Высокогорский район. Так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Прямо сейчас запишитесь на прием в «Доктор Ост» бесплатно. Вот и подошел к концу второй месяц зимы. Что нас ждет в предстоящие сутки, узнаем прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево будет тепло, минус 3-4 градуса. Во второй половине дня обильные снегопады. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге ночью и утром без существенных осадков, 0+1. К вечеру ожидается снег, временами сильный. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачное тепло, 0-1. В Арске, Кукмаре и Балтаси ожидаются новые порции снега. На термометрах будет 0 градусов. В Болгаре, Дрожжином и Буинске сохраняется облачная погода. Пройдет снег, местами сильный, днем 0 градусов. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше облачно. Ближе к вечеру снегопад, температура повышенная, от -1 до +1. Январь удивлял своим нестабильным характером. Жители республики ощутили на себе сильные морозы и оттепель, обильные снегопады и порывистый ветер. На данный момент температурный фон значительно превышает норму. В понедельник на пару градусов станет прохладнее, осадки не прекратятся. В Казани облачно, ночью и в первой половине дня преимущественно без осадков. После обеда пойдет снег, временами сильный. Ночью -4, днем около 0. Ветер юго-восточный порывистый, атмосферное давление 746 мм ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах местами гололедица и снежные заносы. Берегите себя. На этом наш выпуск завершен. До свидания.